Совещание в 4-й школе Назрани начинается с злободневной темы. В сети интернет распространилось видео, на котором, по всей видимости, дети в состоянии наркотического или алкогольного опьянения говорят на встрече. Министр образования отметил важность сотрудничества с правоохранительными органами и родителями для решения и предупреждения таких ситуаций. И нам надо, как педагогам, как вторые родители для этих детей, смотреть, чем они занимаются, о чем они думают. И просто жалко детей. На самом деле, вот я смотрю даже, ролика, потому что это уже никакие рамки не ходят. Да, конечно, мы сейчас проводим служебную проверку, да, я подписал приказ провести служебную проверку. После того, как мы проведем ее, будем принимать соответствующие меры дисциплинарного характера. Но это проблему-то не решает. Наказать мы в любое время можем каждого. От беды не убежишь. Поэтому я что предлагаю? Усилить работу в данном направлении. И пусть каждый классный руководитель по истечению уроков в школе, пусть смотрит, кто явился в школу, по какой причине он отсутствует, с какого урока ребенок ушел. Вот это направление, я думаю, пусть каждый ваш учитель, каждый классный руководитель, каждому директору отчитывается ежедневно по окончанию учебного дня. Видео появилось накануне вечером. Опознать школьников пока не удалось. Зато место распознали. Торговый дом в сельском поселении Нестеровское. В селении всего 5 школ. Сейчас разбираются, учащимися каких образовательных учреждений они являются. Нет информации, что эти дети опознаны. Но, конечно, работа будет проведена, выясним. И дальше воспитательную работу тоже построим соответствующие, индивидуально уже с этими детьми, потому что в целом воспитательная работа в школах проводится. Многие ученики у нас заняты в кружковой деятельности, поэтому, конечно, здесь уже стоит особого внимания этот случай. На встрече главный внештатный нарколог Минздрава, уполномоченный по правам ребенка, а также директора школ региона. В ходе встречи обсуждают меры по профилактике наркомании среди подростков, а также возможные способы информирования среди учащихся и их родителей о вреде психотропных веществ. Во всех образовательных школах республики очень хорошо поставлена работа по профилактике правонарушений среди учащихся. Те дети, которые относятся к группе риска, с ними проводится огромная тоже работа совместно с имамами села, с учителями религии, с родителями, с привлечением КДН, ПДН и так далее. Хочу сказать, что в каждой школе есть у нас совет профилактики. И ежемесячно они собираются, обсуждают вопросы по тому или иному случаю, если такой случай есть. На встрече также подчеркнули необходимость увеличения часов воспитательных мероприятий в учебных заведениях, а также создания безопасной образовательной среды. Участники совещания пришли к общему мнению, что необходимо усиливать контроль за использованием смартфонов и интернета вне школьных стен, ведь там они запрещены по закону, а также расширить программы дополнительного образования. Хава Гагиева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.